Всем привет, я Лена, у меня новости из ЧЕЙ. Сегодня на повестке дня федеральный закон об ответственном обращении с животными. Данный закон запрещает отлов бездомных собак с целью их убийства. Однако единственное основание для эвтаназии – неизлечимая болезнь животного, доставляющая ему непереносимые физические страдания. Полностью данный закон был принят 1 января 2020 года. И по этому поводу мы решили провести социальный опрос среди жителей города Якутска. Всем привет! Меня зовут Макарова Вероника, и мы находимся в торговом центре «Проспект». Будем проводить опрос о недавно вышедшем законе насчет животных. Пойдемте. Здравствуйте. Каково ваше мнение насчет этого закона? Я отношусь, я признаю то, что люди начинают относиться по-доброму к животным, но я не признаю того, что их будут выпускать обратно. Причина того, что все-таки государство будет тратить деньги на их лечение и выпускать обратно, особенно в Якутии, в морозы. Все равно, рано или поздно они опять начнут заболевать и так далее. И к тому же, как люди будут понимать, что допустим, эту собаку мы уже отлавливали, лечили. Да. Если бы они отлавливали, лечили и, допустим, находили бы людей, которые будут забирать эту собаку, тогда было бы куда лучше. Своего рода приюты, да? Да. Это ваш. А вы знали об этом законе ранее? Честно говоря, нет, не слышал. То, что лечат, это хорошо, но когда они на улице, все равно получается так, что у них нет дома. И когда люди находят им дом, это было бы лучше. Считаю, что это неправильно. Зачем их отпускать обратно? Тем более после такого случая в Ленске, и тем более это же не единичный случай. И есть много таких ситуаций, когда собаки нападали не только на детей, но и на взрослых. Вообще бродячих собак как такового вообще не должно быть, я считаю. Да, это, конечно, люди, мы сами виноваты. Те, кто на дачу берут своих собак, потом их отпускают, с дачи на квартиру приезжают. Да, есть наша вина, но это не причина, чтобы прямо как-то гуманно к собакам относиться. Например, у меня мама, 2 детей, и я за них, например, боюсь. У нас там тоже есть бродячие собаки рядом с домом, поэтому я считаю, что лучше не отпускать. Сразу уже, как там у них называется-то? Давать хозяевам. Не то чтобы не надо отпускать их, а именно что уже не убивать, а как это называется, более гуманно. Усыплять? Усыплять лучше. А если там были животные, которые вроде не причиняли вреда и так далее, им свойственно лучше приют, наверное, сделать, да, или нет? Считаю, что нет. Приют зачем? Нет, все равно сразу нужно усыплять, мне кажется. Для безопасности горожан, да, получается? Конечно. Это не факт, что собака там, даже у хозяев, например, вроде спокойно, там нет, не кусает, а потом бывает такой случай, что он нападает и на хозяева. Но если лечат и стерилизуют, тогда, конечно. Я просто в восторге, я просто обеими руками за. Вы знали об этом законе до этого момента? Нет, я была не в курсе. Может, что-то поменять чуть-чуть, вопрос, закон? Нет. Он идеален, да? Он божественен. Я думаю, что это все правильно и верно. С каждым годом и даже за полгода может бродячих собак даже больше будет становиться. Каждым годом. Надо это, конечно, меры надо принять, конечно, для того, чтобы обезопасить, во-первых, детей и вообще городских жителей. А вы знали об этом вопросе до этого момента? Я в новостях слышал. Хорошо. У вас есть свои идеи, предложения к изменениям этого закона? Что могу сказать? Я по новостям слышал, они сказали, где-то около 8 миллионов смотрели на этот год, что питомник будет в городе Якутска, будет устраиваться. Я думаю, что это самый верный. Нам также хотелось бы услышать ваше мнение и ваше предложение насчет этого вопроса. Мое отношение на данный момент однозначное. Принятый закон – это как палка о 2 концах. С одной стороны, мы развитая страна, нужно относиться гуманно к животным.
по максимуму. С другой стороны, наша республика не готова к такому закону, потому что менталитет людей, отношение к собакам людей, особенно в районах, приводит к тому, что собака для большинства как вещь. Захотел, отпустил на самовыгул, захотел, вообще выкинул, захотел, отпустил, собачка повязалась, щеночки где-то появились нормально. Вот. Либо собачки для здоровья надо повязать, либо я хочу потискаться со щеночками, а потом они мне не нужны. И начинается: выбрасываем щенков, либо подкидываем в подъезд, либо еще что-то. То есть это нужно работать со знанием людей. Наша республика, особенно районы, переполнены собаками. И сейчас отлавливать, стерилизовать и выпускать, но это будет просто крах для людей. Поэтому мое отношение достаточно жесткое. Я считаю, что хотя бы первый год нужно вводить отстрел осенью, весной. И после отстрела вот то, что осталось, то собирать, стерилизовать, чипировать и уже выпускать. Хотя бы так. Отстрел производить не в центре города, не одиночных собак, а именно стаи и на окраине города. Когда идут свадьбы собачьи, когда девочка течет, кобели становятся достаточно агрессивные. И стаи нападают на слабых, на беззащитных. То есть на детей, на женщин, на одиноких людей. Вот это вот опасно. То, что бегают в городе по одной, по две собачки, они практически не опасны. Но посмотрите, что творится у нас на ДСК. Там стаи, прям огромные стаи ходят. То же самое в Мархе. Большинство людей, кто живет в городе, этого не знают. Но это опасно. Тихо, тихо. Вот. Поэтому все должно быть параллельно. Не так с бухты-барахты. Ой, мы закон приняли, все. Мы как бы больше и занимаемся гуманностью и больше ничем. К тому же наше правительство, я имею в виду здесь, в Якутске, они же отказались содержать пункт передержки, потому что это очень дорого. Точные данные финансовые я сейчас не могу привести, но знаю, допустим, чтобы стерилизовать суку там на операцию либо 3, либо 6 тысяч нужно, а заложено всего 150 рублей или 1500, врать не буду, точные данные не знаю. Ну, то есть в несколько раз меньше заложена сумма, чем это требуется. И как быть? Вот хотят как бы на попечение волонтерам отдать. И сейчас идут обсуждения и с волонтерами, и с общественниками, и со всеми прочими. Ну, а как волонтеры с этим будут справляться? Поэтому, вот я говорю, вот мое отношение такое достаточно жесткое. Большинство не поддерживают, но у каждого свое мнение. Я другого выхода не вижу. А как вы относитесь к пункту передержки собак, вообще условия, которые там? Гуманней будет. У нас же хозяева считают, что это. Ой, это приют для собачек, там так хорошо, так здорово, пойду сдам. Гуманнее будет пойти и усыпить собаку самому хозяину, чем отправлять в пункт передержки. Санитария там ужасная, содержание ужасное. Собаки там содержатся вообще по-хорошему 10 дней, должны содержаться некоторые больше, а потом все равно их умерщвляют. И, ну, ужас, просто ужас. Я туда не езжу, потому что я просто не смогу смотреть на этих животных в глаза, и мне захочется открыть все клетки и всех их выпустить. Естественно, ни к чему хорошему и вообще. То, что отлавливают животных с другой стороны, то, что животных отлавливают, и среди отловленных могут быть потеряшки. У хозяина есть несколько дней обратиться в пункт передержки, найти свою собачку, забрать. Вот в этом плюс. В этом огромнейший плюс. Ну, говорю, условия содержания там ужасные. Нет? Что такое? Нет? Рядом. Все, тихо. Тихо. Была бы у меня депутатская зарплата, всех собак себе взяла бы. Не думаю, что у депутатов такая большая зарплата. Ситуация уже вышла из-под контроля. Новый принятый закон не может реально повлиять на нынешнее положение еще в ближайшие десятилетия. Остается только отлов с последующим усыплением. Жестковато, не считаешь? Усыплять жизнь и здоровье человека дороже. Мне кажется, каждая жизнь имеет значение. Да. Однозначно в расход. Это еще жестче, чем взрослый. Такой же жесткий комментарий: убивать как собак. Разрешите отстрел собак, пусть найдут бригаду расстрельщиков. Жуть, ждали ужасную трагедию.
Собаки тоже живые и тоже есть хотят, поэтому и питаются людьми. Какой-то жесткий негативный комментарий, дизлайк. Ну, в то же время есть доля правды, но как-то оправдывать собак, которые едят людей, это тоже как-то не очень. Да, и оправдывать людей, которые убивают собак, тоже не очень. Да. Вообще межвидовую войну нужно остановить. Стрелять однозначно где угодно и когда угодно. 109 лайков, это очень жестко. Кто голосует за нет, это как раз те люди, которые бросают собак, когда заканчивается дачный сезон. 74 дизлайка. Да. Я знаю, что делать. Весь цивилизованный мир давно решил массовую проблему бродячих собак. Не надо изобретать что-то особенное. Налог на питомцев. Идиоты зоозащитники должны быть изъяты с улиц и помещены в приюты. Вы сначала бомжей всех соберите и поместите в приюты, а потом уже собаками занимайтесь. Сначала вопрос с бомжами закройте, распределите их по приютам, если утверждаете, что жизнь человека ценен. Вот и занимаетесь бомжами. Бродячих собак надо выделить в отдельную группу. Если стая, то уничтожать как диких опасных зверей. Насчет награды за убийство собаки. Вы недооцениваете смекалку нашего народа. Люди спецам начнут плодить еще больше бродяг, чтобы потом на них охотиться за бабло. Неплохой бизнес-план. Я надеюсь, жители города Якутска, увидев этот ролик, задумаются об ответственности.